В Югостинском государственном университете состоялась встреча руководства Югостинского государственного университета с представителями Ассоциации жертв террористических актов «Матери Беслана». Среди множества важных вопросов обсуждался вопрос открытия фотовыставки «Беслан. Помнить, чтобы жить» в художественном выставочном зале ЙОГУ. Ректор ЙОГУ Вадим Тедеев выразил благодарность гостям за визит в Югостинский вуз и желание работать во имя мира и справедливости. Сколько бы мы ни говорили о том, какая боль в наших сердцах после вот этого чудовищного акта, тем более скоро 20 лет, как это все произошло, от этого ваша боль меньше не будет. Конечно же, низкий поклон, что нашли время, приехали к нам в Южную Осетию, проведем запланированное мероприятие. Я думаю, что будет интересно и завтра, и в последующие дни, как будет идти выставка, будет интересно нашим студентам, чтобы они, и так они, как, конечно, безусловно, чтят память вот этого трагического акта, но тем не менее, чтобы принять участие на наших мероприятиях. От имени ассоциации свою благодарность руководству ЙОГУ выразила руководитель комитета Ассоциации жертв террористических актов «Матери Беслана» Сусана Дудева, отметив, что их работа нацелена на увековечение памяти о погибших в результате терактов и локальных войн, содействие в объективном расследовании террористического акта в городе Беслан с 1 по 3 сентября 2004 года, социальную защиту лиц, пострадавших от террористических актов, пропаганду антитеррористической деятельности и других. Спасибо вам большое. Очень интересно вы рассказали про университет. Ну, я знаю, что в России лучшие специалисты в институтах ядерной физики, наши ребята, девушки, которые закончили университет в направлении физмат, это все ваши выпускники этого университета. Бывает очень приятно. Сюда мы приехали, вот, ну не просто, ну да, мы гости, но мы приехали сюда на родину. Да. Для нас нет разницы за хребтом, мы там или мы здесь. Мы просто уже тоже немало живем, наш жизненный опыт показывает уже и убеждает нас в том, что никакие деньги, никакие блага, никакие привилегии и никакой такой статус – это ничто по сравнению с тем, что когда живы твои дети, здоровые и живы старшие, младшие, только это может быть целью впереди. Ну и, конечно, развитие. И мы должны быть вместе. И тогда нам не страшны враги. Когда мы будем вместе, когда у нас не будет различий, и нас будет объединять только наши прекрасные традиции, любовь друг к другу, уважение, почитание предков, почитание всего того, что нам досталось от выпускников вашего вуза, выпускников других вузов. Это просто, понимаете, ореол звезд. Вот те, которые закончили и здесь, и спортсмены, и ученые, просто должны в мире добиться его и двигаться дальше. Стороны обменялись памятными подарками. После официальной встречи руководство вуза и гости прошли в музейный комплекс ЙОГУ, где состоится открытие фотовыставки «Беслан. Помнить, чтобы жить». К концу дня представители ассоциации встретились с клубом «Аполлон». Чтобы преодолеть все, что тебе приготовила жизнь, надо быть очень сильным человеком. Я так считаю. Ну, так, когда говорят, что вот вы сильные женщины, вы с таким вот горем живете. И на самом деле мы очень слабые. Нам силу дают наши дети, за которых нам надо достойно прожить то, что нам отмерено. Несмотря на то, что на нашу долю выпала такая участь пережить своих детей, мы бы с этим горем никогда не справились, если бы не вы вот все. Вот за эти 20 лет мы поняли одно: мы бы свое горе сами не вынесли, не выдержали, если бы не весь мир поддержал нас. Ну, особо хочу отметить вас, наши братья и сестры, южане. Самыми первыми вы вот откликнулись и сказали: мы это горе хотим прожить с вами. И
представляете, идея увековечить память погибших детей, взрослых в первой школе, и нам пришла вот баба, пришла, вот, это было, еще даже годовщины не было, в 2005 году. Чьи жены, она почти годы шмахама, может даже кто-то еще и не родился. Вот. 1 сентября 2004 года никто из нас не думал, что может случиться в городе Беслане такая страшная трагедия. Отправили детей в школу 1 сентября, когда террористы окружили и стали людей загонять, многие даже не понимали, что происходит. Ну, вот думали, это учение, это что. В итоге у них все получилось. Фашисты самые настоящие. И в школе оказалось 1127 человек. Были такие звери, вот 52 часа, вот это количество детей. Там были крутые дети, там были дошколята, первоклашки, и вот были и бабушки, и дедушки, и больные. Этих нелюдей ничто не остановило.